حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة فاكورة غدوك. Третий вопрос. Ахмад Баширов, заявление зачитать. Я дышу, Хамуху, Укира, Долукер, в школе Хафизов, операция Хануки. Сроки оттащил для симптоматичной операции, тигич. Сагор видишь, Хамудасер, Хаюва Латшини, Ажерки, Вайбирж, Бусубден, Амди, Жертер, Сабол, Силуш, Ноблуш, Лишь, садишь, для чего, вот такое впечатление создается. Бертенбаркушкой. Дьявола. Ахмад Башир, заявление. Заявление Совета Тайпу ингушского народа. Ингушский народ глубоко возмутил факт проведения силовыми структурами демонстративной вызывающей спецоперации в школе Хафизов в селе Далаково. Любому разумному человеку понятно, что никакой необходимости в этой операции не было. И возможная цель этого силового мероприятия заключается только в том, чтобы отпугнуть, заставить отказаться от желания учиться, познавать свою религию младенцев, молодых, маленьких детей и их родителей. Похоже на то, что некоторым силам не по нраву, что ингуши все больше и больше проявляют желание приобщать своих детей к изучению священного Корана и исследованию ее канона. Иначе чем объяснить такую масштабность и жестокость проведения операций? Несколько машин тяжелой техники с тяжелым вооружением, несколько десятков сотрудников в масках, как нас к тому приучили, никаких ордеров, никаких документов, позволяющих узнать, кто и по какому праву проводит обыски. Никакого желания разговаривать с руководством школы, как и с представителями местной власти, о причине, побудившей правоохранительные органы провести осмотр здания и досмотр сотрудников учебного заведения. Как никаких фамилий и званий руководителей операции. Какая необходимость была привлекать такие силы, когда всего некоторое время назад представитель местной власти совместно с представителями федеральной службы, спокойно войдя через дверь, получили ответы на все интересующие их вопросы. Зачем ломиться в окно, когда дверь не заперта и открыта? Мы не можем понять, что явилось мотивом для таких действий. Мы допускаем, что могла быть информация, которая требует подтверждения или опровержения. Но поступать подобным образом, пугая всех и вся в учреждении, где проживают и учатся малолетние дети, недопустимо. Это противоречит российскому законодательству. Это противоречит морали нашего многонационального общества. В школах, детских садах и яслях силовые структуры должны, на наш взгляд, вести себя особенно предусмотрительно, уважительно и осторожно. Нельзя травмировать детские души топорной работой вооруженных до зубов людей в масках. Нельзя, чтобы у них в памяти откладывался произвол людей в форме защитников Родины. Совет Тейпов считает, что силовые операции, если без них невозможно, должны проводиться более продуманно и гуманно. Совет Тейпов считает, что руководство силовой структуры, проводившей операцию в селе Далаково 1 марта 2018 года, должно принести извинения как перед учащимся школы Хафизов, так и перед их родителями и учителями за причиненные им неудобства и волнения. Теперь, товарищи, если силовые структуры думают, что мы игнорируем их, что мы против них, нет, силовые структуры нужны, этот институт власти нужен. Мы не забыли 2004 год, когда сотни людей за ночь положили. Да, силовые структуры нужны, но они должны быть компетентны, они должны быть на голову выше.
простого народа. У них же есть дети. Ну как теперь эти дети будут смотреть? Посмотрите, пожалуйста. Смотрели в дулы пулеметов, автоматов, тяжелой техники. Что они сделали для того, чтобы на них направляли эти автоматы? Что они сделали? Что могут дети сделать? Если действительно там что-нибудь было противозаконно, мы на вашей стороне всегда. Потому что мы люди, вы должны защищать нас. Вы призваны защищать народ. Это законный институт власти. Поэтому убедительная просьба, если ошиблись, надо мужество набраться и извиниться. Если бы вы там что-нибудь нашли, мы бы и на вашей стороне стали бы их, выразили бы общее презрение. Мы против вот этих бандитов, если они таковы здесь есть. Мы за нравственное воспитание молодежи. Так что нельзя так обращаться с народом. Еще одно у меня. Я, пользуясь этим случаем, от лица Совета Тейпов, обращаюсь к народу Ингушетии, гражданам России, проживающим в Республике Ингушетии, братья, сестры, на носу 18 марта выборы президента Российской Федерации. Я вас убедительно прошу выйти на выборы, быть хозяевами своих бюллетеней, иначе за вас кто-то сработает там. И так нас окружает в России эти, ну, грубо, прямо скажем, такие враги, как из-за океана, так и с Европы. Всякие провокации, избегайте этих провокаций и голосуйте, это ваше право. И еще одно, я бы попросил вас, из всех этих кандидатов, достойная кандидатура действующего президента Путина Владимира Владимировича. Одно его слово, одно его из выступлений. Мы чувствуем ответственность за своими плечами, за свой народ. На своих плечах за свой народ. Это его слова. Сегодня, если мы проголосуем за достойного кандидата, завтра нам будет легче обращаться к нему за справедливостью. У нас и так очень много проблем, начиная с 34-го годов. Нерешенных проблем очень много. Если те люди, которые стоят за чем-то, то мы на заре советской власти с 14 года ингуши никогда не подняли головы, стояли за властями. Благодаря ингушскому народу на Северном Кавказе советская власть укрепилась. В 1944 году 170-тысячную армию Чечено-Ингушетия выставила. 50% чечено-ингушской нефти фонд Победы горюче-смазочным материалом снабдила. Один Малгобек, не допустили туда врагов. И теперь вот у нас кандидат, действительно действующий президент, его авторитет в мире, во внешней политике, как Джомолунгма, гора, высока. И мы должны с этим считаться, мы должны знать, кто должен править Россией. И за благосостояние России, а равно и за благосостояние Ингушетии. Потому что очень несправедливая атмосфера у нас в Ингушетии на сегодняшний день. Начали с Сахалина, добрались до Дагестана. И вот в этом внутренняя политика чуть-чуть у нас хромает, и мы будем обращаться к президенту, как к гаранту Конституции. Поэтому я вас убедительно прошу, голосуйте за Путина Владимира Владимировича. Иначе на данный момент достойной кандидатуры нету. Достойнее Путина нету кандидатуры. Все, спасибо за внимание. Я слушаю, Барклуша. Я бы к этому призыву хотел бы добавить. Недавно по телевизору священнослужитель, христианский священнослужитель, сидели, обсуждали вопрос возможности собак, что в доме нельзя их, чтобы они были, и чтобы они даже, если говорит, церковь, собака заходила, эту церковь надо было освещать. А тут вошли в эту школу хафизов, к этим детям вошли с собаками.
обнюхивали все там уголки, там, ну, дети есть дети. Это наши сыновья, наши люди это. Как не стыдно тому, кто отдал приказ напасть на эту школу. Как не стыдно тому руководителю, командиру этого отряда, который вошел туда, своим солдатам позволил войти туда с собаками, где находятся дети, наше будущее российское. Это преступление. Это необходимо за это наказание, не то, что там обращение, наказать командира, и кто отдал приказ, надо наказать, и должны привлечь. Прокуратура и другие органы должны заниматься этим вопросом и наказать их за это. Командиров, я не говорю про солдат, я говорю командира и кто отдал приказ, кто подался на такую провокацию. Все.